Мы находимся на бывшей театральной улице. Названа она была так, потому что располагалась рядом с драматическим театром. В середине 60-х годов она была переименована в улицу Оплеснина в честь героя Советского Союза Николая Васильевича Оплеснина. Вот здесь вырос герой Советского Союза Николай Васильевич Оплеснин. Он отдал свою жизнь в великой битве с фашизмом за счастье и свободу своего народа. Осенью 1995 года Николаю Оплеснину был установлен памятник на месте снесенного дома, где до ухода на войну проживал герой. Интересно отметить, что Николай принимал активное участие при строительстве дома. Он принес маме деньги, которые ему давали на мороженое и кино. Оказывается, мальчик не тратил их, а копил и вложил в будущий дом. В Ильгарте также есть улица имени Николая Васильевича Оплеснина. И не случайно, ведь именно здесь родился будущий герой Советского Союза. Николай Оплеснин появился на свет 12 декабря 1914 года в крестьянской семье. Отец Василий Егорович был сапожником, мать Анна Ефимовна занималась пошивом одежды. Мальчик рано остался без отца. Василий Егорович в 1915 году был мобилизован на фронт Первой мировой войны, а в декабре следующего умер в госпитале от болезни. Сохранился единственный фотоснимок, на котором запечатлена семья Оплесниных. Отца Коли заменил дед по матери Ефим Кочев. В Музее истории и культуры Сыктывдинского района есть воспоминания двоюродного брата Николая Оплеснина Сергея Михайловича Кочева. Дед Николая и Сергея, Ефимий Петрович Кочев, рано женился. У них с супругой было 8 детей. Поначалу они жили в бедности. Об этом свидетельствует то, что у них с супругой был для приготовления пищи всего один котелок, и то с лопнувшим краем. Но совсем скоро, уже к концу XIX столетия, благодаря трудолюбию супругов, у них было уже неплохое хозяйство. У них были коровы, лошадь, дом со всеми необходимыми хозяйственными постройками. Как пишет Сергей Михайлович в своих воспоминаниях, на склоне лет Кочев Ефим Петрович, его дедушка, и бабушка Екатерина Григорьевна, они пристрастились к церкви. В 1936 году Ефимий Петрович был избран старостой местного Сретенского храма. В июне 1937 года, когда власти решили закрыть церковь, Ефим Петрович ходил по дворам, собирая подписи в ее защиту. 13 сентября 1937 года за отказ отдать ключи от храма сотрудникам НКВД Ефимий Петрович был арестован и заключен в Сыктывкарскую тюрьму. Когда он прощался с Екатериной Григорьевной, своей супругой, чтобы успокоить ее, он сказал, что его очень скоро выпустят, потому что ничего дурного он не совершил. 16 сентября 1937 года Ефимий Кочев был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу, а через 2 дня приговор был приведен в исполнение. Ефимий Кочев похоронен в безвестной могиле. 6 октября 2001 года мирянин Ефимий Кочев причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских XX века. Парадокс того времени, что дедушка Ефим Петрович был церковным старостой, а Николай Васильевич Оплеснин, будучи в этой агитбригаде, с другими ребятами, они отправлялись в различные сельские поселения перед Пасхой и проводили антирелигиозные сценки. Удивительный факт, но Николай не попал в списки членов семьи врага народа. Еще удивительно то, что он в будущем попадет служить в войска НКВД. Мало того, Николаю, прибывшему домой на побывку в 1942 году, местная организация НКВД предложила остаться служить в Сыктывкаре. Но он, памятуя о дедушке, отказался, а жене Надежде признался, что не хочет служить там, где убивают безвинных людей. В
В 30-е годы руководителем агитбригады «Затейники», где состоял Николай Оплеснин, был Валентин Викторович Поляков. Первый художник Коми, который получил профессиональное образование. Он создал в городе несколько кружков и студий изобразительного искусства. Преподавал в школе второй ступени, где учился Николай Оплеснин. По воспоминаниям его одноклассников, он был таким скромным, нелюдимым мальчиком, сторонился всех, то вот эта вот общественная работа, участие в клубе «Затейники» его раскрепостили. Он становится популярным среди своих сверстников, становится лидером. Очень любил рисовать. Есть эскиз его работы, где как раз мы видим этого же самого красноармейца, только уже вот на заставке к обложке журнала «За Новый Север». С 1930 по 1941 год Поляков заведовал художественным отделением при Коми книжном издательстве. Из-за отсутствия профессиональных художников он стал привлекать самых способных своих учеников к оформлению книг, журналов, листовок и агитплакатов. В 30-е годы больше половины всех книг, выпущенных издательством, были проиллюстрированы ребятами. В начале 30-х несколько книг оформил и Николай Оплеснин. В 1931 году о затейниках из Сыктывкара узнала вся страна. Журнал «Пионер» напечатал статью о 60-километровом лыжном походе в январские морозы. Маршрут проходил через Выльгард, Зимовье, Морово, Пашгу до Нювчемского чугунно-литейного завода. Кроме Ефимия Петровича, Валентина Викторовича на личность Николая Оплеснина повлиял и супруг младшей сестры матери Анатолий Семенович Клочков. Он был спортсменом, физкультурником. Он приложил все усилия для того, чтобы приобщить Николая к занятиям спортом. Отвлечь Николая от картежных игр, для того, чтобы он не пристрастился к курению. И для этого он стал его вовлекать во все спортивные мероприятия, которые проходили в городе. С утра вместе с Анатолием Степановичем они делали такую зарядку хорошую, обливались водой, растирались, совершали иногда, если была хорошая погода, пробежку. Ну а затем Николай шел либо в школу, либо учился уже позже в техникуме строительном, готовил его к соревнованиям, к которым, надо сказать, Николай приобщился, и очень скоро он стал одним из самых лучших физкультурников города Сыктывкара. Даже ходила такая поговорка: «Будь как Оплеснин». Коми-республиканский агропромышленный техникум носит имя Николая Оплеснина. В далеком 1933 году Николай окончил его по специальности строитель. Учеба в техникуме Николаю очень нравилась. Еще будучи студентом, он принимает участие при строительстве так называемого Дома специалистов. Он располагался на перекрестке улиц Орджоникидзе и Советская. Этого здания сегодня уже нет. В техникуме берегут память о герое Советского Союза Оплеснине Николае Васильевиче. Волонтеры центра ВОСТом периодически проводят экскурсии, классные часы. В Музее славы техникума можно узнать информацию не только об Оплеснине, но и других героях Коми. Техникум бережно хранит картину «Подвиг Оплеснина». Ее в 1943 году написал карельский художник Георгий Стронг. Картина висела в драмтеатре долгое время, потом то ли там ремонт стали проводить, то ли что, то ли, не знаю, не могу сказать. В общем, бабушка Анна Ефимовна вдруг увидела эту картину во дворе, то есть она на улице стояла, то есть не то, что она там валялась, где-то выкинутая, увидела и все, и, в общем, она ее унесла. И все, сказала, эта картина теперь будет висеть в семье. Потом отдали на реставрацию, а потом передали в дар Коми-республиканскому агропромышленному техникуму. Пускай это будет всеобщим достоянием. Рядом с учебным заведением осенью 2016 года заложили аллею героев. Годом позже открыли мемориальный комплекс из 14 звезд, посвященных героям Советского Союза, выходцев из Коми-республики. В честь каждого героя его потомками была посажена ель. С детства Николай занимается спортом. Больше всего его увлекали лыжи и плавание. Зимой он целыми днями пропадал в лесу на лыжне, а летом на городском пляже. Мама часто ругала его за то, что его всегда нет дома.
И однажды она попросила его, чтобы он пришел пораньше. Но когда она вернулась домой, то Николая она не обнаружила. И поэтому, когда он вернулся, она его наказала. Наказала она его очень сурово. Она ему сказала, чтобы он, раз он так поздно пришел, что он спать не ложился, а теперь спал стоя. И он послушался маму, он всю ночь простоял. Но вот это единственное наказание, которое вот за всю его жизнь мама к нему применила. Своими спортивными успехами Николай не гордился. Он был человеком скромным. Мама долгое время не знала о его высоких спортивных результатах. Однажды мама пришла посмотреть на соревнования. Так как плавательного бассейна в городе еще не было, то все соревнования проходили на реке. И она стояла вместе с Августиной, со своей младшей сестрой, и болела за Николая. И когда она увидела, что он то пропадает из виду, то вновь появляется, она думала, что Коля тонет. И она чуть ли не со слезами на глазах плакала и кричала: «Коля, Коля утонул, Коля утонул». А какое же было ее удивление, когда к финишу Коля пришел первым и завоевал первое место. И вот с этих самых времен мама Николая старалась не пропускать больше ни одного соревнования. Всегда очень активно за него болела, переживала. И она создала все условия для занятия спортом Николая. То есть у него были самые лучшие коньки, несколько пар беговых лыж, коньки фирмы «Гаген». Кстати, умение плавать однажды помогло Николаю спасти тонущего товарища летом 1938 года. В фондах Национального музея сохранились дневниковые записи, которые сделал Николай Оплеснин во время легендарного лыжного перехода из Сыктывкара в Архангельск. Именно он руководил группой лыжников в составе 5 человек, которая 9 февраля 1936 года отправилась в Архангельск. Расстояние составляло 1308 километров. В городе в честь лыжников прошел митинг. Смельчаков провожали под звуки духового оркестра. Он описывает каждый день похода. Первые дни 9, 10, 11, 12 февраля проходили при температуре 40-45 градусов, что вот также отмечено в его дневниковых записях. Кроме всего прочего, была страшная пурга. Приходилось иногда проходить в сутки только лишь 23-25 километров, хотя были дни, когда удавалось проходить по 100 километров, по 125 километров. Финишировали участники этого перехода 25 февраля. Дальше у них состоялась такая культурная программа, если верить дневниковым записям. Они посетили музей, сходили в кино. Ну и тут он отмечает результаты похода, что они проверили, насколько подготовлены они физически, что они боеспособны. Удивительно то, что лыжники в путь отправились не утром, а поздно вечером и налегке. По воспоминаниям очевидцев, под легким спортивным костюмом у Оплеснина был только тонкий свитер. В 1936 году Николай был призван в армию. Службу он проходит сначала в Минске в войсках НКВД, а затем его отправляют в полковую школу в Москву. Москва представляла совершенно другие возможности. То есть культурная жизнь была настолько богатой, насыщенной. Сохранилось воспоминание о том, как он впервые услышал джазовый оркестр фойе-театра. И это произвело на него такое большое впечатление. Вообще ему нравились звуки маршев, оркестров. Когда он маршировал в военной форме, он вспоминал о том, как он юношей маршировал на физкультурных парадах. В дальнейшем он рассказывал родным, что видел Сталина, Молотова, Берию и Чкалова. Спорт в жизни Николая Оплеснина играл огромную роль. Он говорил, что спорт – это его вторая специальность. В армии также он принимал активное участие в военизированных соревнованиях. Он был одним из лучших физкультурников не только своего взвода, но и всего военного округа. Его команда в 1938 году в 50-километровом военизированном переходе заняла 2-е место. За высокие результаты Николай получил денежную премию и грамоту, подписанную самим Семеном Буденным. После окончания службы в армии Николай думал остаться в Москве. Но в Сыктывкаре его ждала любимая девушка Надежда. Она тоже была физкультурницей, рекордсменкой на дистанции 500 метров по бегу. Надежда училась в медицинском училище.
После возвращения Николая из армии они поженились, а в августе 1940 года у них родилась дочь Наина. Но счастье молодой семьи длилось недолго. Начало войны застало Николая в военном лагере под Вологдой на учениях стрелковой дивизии. На 6-й день войны Оплеснин попрощался с Надей и дочкой Наиной и вместе с дивизией уехал на Северо-Западный фронт. В 111-й дивизии 52-й армии он служил офицером разведки штаба 468-го стрелкового полка. Затем помощником начальника оперативного отделения штаба дивизии. Участвовал в боях на Северо-Западном, Ленинградском и Волховском фронтах. В сентябре 41-го 111-я стрелковая дивизия оказалась в окружении под Новгородом и остановилась в 20 километрах от реки Волхов. В своем дневнике Оплеснин писал: «Наша часть полностью окружена. Двигаясь на северо-восток, мы часто меняем направление, сбивая с толку немцев. Местные жители подтвердили, что на восточном берегу реки Волхов наши, а на западном – немцы». Командиру разведроты Оплеснину было поручено связаться с частями Красной Армии на том берегу Волхова. Герой под шквальным обстрелом врага переплывает студеные воды реки Волхов. Ширина реки 250-300 метров. Вместе с командованием Восточного берега им был разработан план выхода дивизии из окружения. Оплеснин переплывает Волхов обратно, чтобы доставить план выхода дивизии из окружения. Плыть обратно было еще страшнее. Оплеснин понимал, что от того, доставит он план или нет, зависит судьба и жизнь целой дивизии. Когда он доплыл, оказалось, что на берегу никого нет, так как прошло более 5 дней и никаких новостей от разведчика не было, и дивизия решила поменять свое местоположение. Но на всякий случай командование оставило на берегу одного артиллериста. Когда он привел Оплеснина к своим, конечно, все облегченно вздохнули. В своем письме родным в сентябре 1941 года Николай Оплеснин скромно пишет: «Пришлось переплыть 2 раза реку, шириной с нашу вычегду у Тентюкова. Но все это осталось позади. Я согрет теплым приемом после больших трудностей и нахожусь в полнейшей безопасности». Николай в письме сетует, что во время переправы потерял бумажник с фотографиями родных и просит прислать ему копии снимков. Оплеснин еще не знал, что Волхов ждет его еще раз. Он в 3-й раз переплывает Волхов, чтобы передать действующей армии, что дивизия готова к форсированию Волхова. Благодаря мужеству и отваге лейтенанта Оплеснина дивизия с минимальными потерями вырвалась из вражеского кольца, форсировала Волхов и соединилась с войсками армии. Позже в дневнике Николай напишет: Пулеметная очередь взметнула вокруг меня фонтаны брызг. Вспыхнули огненные кривые трассирующих. Я снова под водой. Снова раздирающее груди желание вдохнуть воздух. Стараюсь не всплывать как можно дольше. Всплываю на поверхность, плыву с такой энергией, с какой я никогда не плавал на самых ответственных соревнованиях. За совершенный подвиг 27 декабря 1941 года младшему лейтенанту Николаю Оплеснину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Он стал первым героем Советского Союза на всем Волховском фронте. В феврале 1942 года он ненадолго приедет в Сыктывкар повидаться с семьей и друзьями. Это была их последняя встреча. Память о герое особо хранят родственники. Зять Валентин Александрович Помысов, внуки Алексей и Николай, правнуки Андрей, Дмитрий, Федор и Александра. Николай Валентинович как раз назван в честь деда. Настояла Анна Ефимовна, мама Николая Васильевича, потому что отец хотел назвать, насколько я помню, Александра. Ну, в честь своего отца, да. Александра Павловича. Я всегда, знаете, думала, ну кто же вот так похож на Николая Васильевича Оплеснина?
Леша, Коля там. Это правнучка, это наша старшая дочь Александра с Алексеем. Мы как-то отдали ее на плавание в детстве, чтобы она закалялась. Так получилось, что вот она стала заниматься, и достаточно серьезная, мастер спорта по плаванию. Но она еще очень хорошо рисует. Вот она мне чем-то как бы напоминает его в этом. Потомки Николая Плеснина бережно хранят фотографии, письма, карточки тех лет. Сохранилось последнее письмо жены героя на фронт. Здесь она поздравляет его с 1 мая, ну и пишет о том, как живут, как трудятся, как про дочь, как здоровье, как бабушка Анна Ефимовна. А здесь уже приписка о том, что письмо направляется в Сыктывкар, в Коми СССР, адресату доставить невозможно. То есть, в принципе, уже Николая Васильевича уже не было в живых. Вы знаете, самые дорогие фотографии, это, конечно, оригиналы, которые сохранились. То есть, если посмотрите, видите, тут еще пионерская организация, вот они тут все вместе. Видите, даже еще картонка с того времени. И на той стороне, посмотрите, написано, кто это там в их группе находится. Ну, действительно, был художник, посмотрите, какой почерк красивый. Мелкий, ровный, необычный. Вот. А Плеснин погиб в бою 19 марта 1942 года. Он сопровождал начальника штаба дивизии на передовой. Они попали под артиллерийский обстрел и были похоронены в лесу в районе города Чудово Новгородской области. Вскоре после войны Николая Плеснина перезахоронили в Центральном парке города Чудово Новгородской области. Там же воздвигли памятник герою. В 1985 году могилу перенесли на городской мемориал погибшим воинам. Павел Васильевич Мальцев был его сослуживцем, приезжал к нам в Сыктывкар, в принципе, несколько раз. И я помню, мы с ним встречались, он много рассказывал про деда. И он писал Надежде Николаевне о том, что Николай Васильевич Плеснин изображает маленьким разведчиком. Это не так. Он погиб начальником оперативного отделения штаба 24-й гвардейской стрелковой дивизии. Штатная должностная категория этой должности полковник. То есть он младший лейтенант, а по должности полковник. Это не только герой Советского Союза, это штабной оперативный талант. Он писал в своей книге, что когда он стоял у тела друга и сослуживца, он сказал: я поклялся, если я доживу до победы, я обязательно напишу о нем книгу. Вот и написал он эту книгу «Жизнь только миг». Они виделись с Николаем Васильевичем в последний день, то есть Павел Васильевич с другим командиром пошел в одну сторону, а Николай Васильевич с начальником штаба одни налево, другие направо, грубо говоря. В каком направлении? Да. И вечером узнали, что попали под минометный обстрел и погибли. Если бы он остался жив, конечно, у него военная карьера, наверное, бы пошла вверх, если он уже в то время достиг так многого. Да, поэтому, если его сослуживец, видите, он дослужился до генерала-лейтенанта, то, я думаю, он тоже бы достиг очень многого. Мне кажется, он больше в мирной жизни бы еще больших успехов достиг. Именем героя названы улицы в Чудово, Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Выльгородская средняя школа, Коми-республиканский агропромышленный техникум. Прототипами 3 скорбящих женщин у Сыктывкарского монумента «Вечный огонь» стали мать, жена и дочь Николая Плеснина. Трудно сказать, чего бы достиг в своей жизни Николай Плеснин, останься он жив. Но даже его короткой жизни стало достаточной, чтобы оставить его имя в памяти народной навечно.